Спасибо. Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим целый ряд вопросов. Большинство из них это вопросы социального блока. Предлагаю по тому порядку, который мы в прошлом году на последнем заседании уже начали 4 вопроса заслушать с докладом, ряд вопросов заслушать в порядке вопросов и ответов. Из тех вопросов, которые на сегодня вынесены, на которые я хотел обратить ваше внимание, вопрос, которым устанавливается порядок реализации права на получение мер социальной поддержки детям войны. Это проект восстановления соответствующего правительства. Напомню, что данный республиканский закон был принят в сентябре 2018 года, и на финансирование предусмотренных им мероприятий в соответствующей программе Государственной Республики Саха-Якутия на 19-20 годы предусмотрено соответствующее финансирование более 60 миллионов рублей. Также обсудим предлагаемые изменения по выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях дошкольного образования, изменения в порядок формирования фонда оплаты труда и ряд других вопросов, которые у нас на повестке стоят и которые относятся к компетенции, регулируемой нормативными актами правительства. Отдельно хочу обратить внимание, что после рассмотрения основных вопросов мы заслушали информацию об исполнении планов нормотворческой деятельности правительства Республики Саха-Якутия на 2018 год и основные задачи 2019 года. Нормотворческую деятельность будем развивать, упорядочивать, поэтому сегодня содержательно данный вопрос предлагаю рассмотреть. Уважаемые коллеги, есть ли какие-то предложения по повестке? Пожалуйста, Мария Андреевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Предлагается включить вне повестки вопрос о внесении изменений в постановление правительства Республики Саха-Якутия от 19 ноября 2018 года номер 320 об утверждении информационной программы Республики Саха-Якутия на 19, 20 и 21 году. Значит, проект согласован в установленном порядке. Вчера вечером по ССД был разослан всем членам правительства, секретник, у всех на руках имеется текст постановления. Спасибо. Коллеги, кто за то, чтобы принять повестку с учетом предложения Марии Андреевны внесенной? Прошу голосовать, кто за. Повестку принято. Предлагаю приступать к работе. Первый вопрос на повестке сегодня о порядке реализации закона Республики Саха-Якутия о мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны, граждан, не достигших совершеннолетия на 3 августа 1945 года. Докладывает первый замминистра труда и социального развития Иван Иванович Алексеев. Пожалуйста, Иван Иванович. Добрый день, уважаемый Владимир Викторович, уважаемые коллеги. Представленный проект постановления устанавливает порядок реализации прав граждан на получение мер социальной поддержки детей Великой Отечественной войны, то есть граждан, не достигших совершеннолетия по состоянию на 3 августа 1945 года. Данный закон вступил в силу с 1 января 2019 года, и настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января текущего года. Проектом утверждается 4 приложения. Первое – это порядок оформления, выдачи и учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки. Второе – это образец и описание бланка удостоверения. Третье – порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты. И четвертое – порядок внеочередного приема в учреждение социального обслуживания. Кроме того, определяется порядок ежегодной диспансеризации, вносятся изменения в порядок предоставления льготного санаторно-курортного лечения. Также детям Великой Отечественной войны предусмотрены следующие меры социальной поддержки. Во-первых, это ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей. Во-вторых, ежегодная диспансеризация в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В-третьих, санаторно-курортное лечение на территории республики с оплатой 50% от стоимости путевки один раз в 3 года. И в-четвертых, внеочередной прием организации социального обслуживания. Проектом предусматривается переходный период. Если обращение гражданина за ежемесячной денежной выплатой последовало не позднее 31 декабря 2019 года, то выплата начинается с 1 января 2019 года. С 1 января 2020 года ежемесячная денежная выплата будет назначаться со дня подачи заявления на получение ежемесячной денежной выплаты. Для граждан, получавших до 1 января 2019 года ежемесячные денежные выплаты как граждане, потерявшие одного из родителей в период Великой Отечественной войны, назначение выплаты в соответствии с состоящим порядком будет осуществляться в беззаявительном порядке с 1 января текущего года.
В настоящее время для работы с гражданами, обратившихся с начала 2019 года, приказом нашего министерства утвержден временный порядок. В 2019 году численность данных граждан, не имеющих иных оснований на получение мер социальной поддержки и которые могут претендовать на получение мер социальной поддержки в дети войны, по предварительной оценке составит 2600 человек. Финансирование мероприятия предусмотрено в государственной программе «Социальная поддержка граждан» на этот год в сумме 32 миллиона 926 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 31 миллион 68 тысяч рублей. Данный проект согласован в установленном порядке с заинтересованными министерствами и ведомствами, управлением Минюста Российской Федерации, прокуратурой Республики. Все замечания учтены. Прошу поддержать принятие данного проекта постановления. Спасибо за внимание. Спасибо, Иван Иванович. Какие есть вопросы по докладу? Иван Иванович, я хотел спросить, у вас в проекте указано, что установлено, что бюджетные средства предусматриваются в основном порядке Минтруду, средства в 2019 и 2020 году предусмотрены. Каким образом будет регулироваться вопрос, если вдруг возникнет необходимость дополнительно, если получателей будет больше, чем основные средства? Будет кредиторская задолженность, отказывать будем тем, кого больше окажется? Как вот такие коллизии вы планируете разрешать? Спасибо за вопрос. То есть у нас сумма, в принципе, мы считаем достаточно выверенная, но в случае, если возникнет дополнительная потребность в бюджетных средствах, то мы в установленном порядке, в соответствии с постановлением номер 666, обратимся за дополнительным финансированием Министерства экономики и Министерства финансов Республики Саха. У меня просьба мониторить ход выплат, которые осуществляются гражданам, которые имеют на это право, и регулярно докладывать о том, как мы укладываемся или не укладываемся, насколько ваши прогнозы соответствуют реальному количеству получателей соответствующей поддержки. Уважаемые коллеги, еще вопросы есть к Ивану Ивановичу? Да, пожалуйста. Спасибо. Предусматриваются ли меры индексации в связи с ростом инфляции? Спасибо, Виктор Николаевич. На данный момент индексация предусмотрена. Индексация будет в том порядке, который устанавливается Министерством экономики Республики Саха, как и по другим мерам. Но у меня все-таки уточнение, это будет устанавливаться в соответствии решения правительства, правильно? Это точная сумма с учетом тех множителей, которые Минэкономики на соответствующий год устанавливает. Еще вопросы, коллеги? Нет вопросов? Ольга Валерьевна, есть замечания? Нет. Нет, другой Валерьевна. Замечания были, они распределены, поэтому проект рекомендован. Спасибо. Конечно, ваша Ольга Валерьевна, нашей главной нет вопросов. Так, уважаемые коллеги, тогда прошу голосовать. Кто за то, чтобы принять данный проект? Принято. Спасибо, Иван Иванович. Второй вопрос о внесении изменений в постановление правительства о порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из госбюджета республики. Пожалуйста. Настоящий проект постановления разработан в соответствии указом главы Республики Саха-Якутия 29 декабря 2018 года номер 310 о концепции совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетного сектора экономики Республики Саха-Якутия на 2018-2024 годы. Комплекс предусмотренных в концепции мероприятий по сбалансированности заработной платы направлен на увеличение доли оплатной, то есть гарантированной части, за счет пересмотра перечня неэффективных стимулирующих выплат и восстановления дифференциации в оплате труда. Эти изменения производятся в пределах утвержденного фонда оплаты труда путем его структурных преобразований. Так, доля оклада в заработной плате должна составить до 60%. Остальные 40% образуют переменную часть зарплаты, состоящую из компенсационных и стимулирующих выплат. Решение этой задачи будет происходить поэтапно. На первом этапе уже в 2019 году перед органами исполнительной власти и органами местного самоуправления поставлена задача начать частичное восстановление дифференциации в оплате труда работников, выполняющих работы различной сложности. В связи с этим проектом вносится изменение в пункт 3 постановления правительства номер 290, направленное на актуализацию срока принятия исполнительными органами государственной власти нормативно-правовых актов о
об условиях оплаты труда работников подведомственных государственных учреждений в срок до 30 марта 2019 года. Кроме того, постановление 1090 дополняется пунктами 14 и 15, регламентирующих поэтапность принимаемых мер и источников реализации мероприятий по сбалансированию фонда оплаты труда, бюджетных ассигнований, средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средств оптимизации неэффективных расходов и средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. Новый срок определен с учетом установленной процедуры рассмотрения и согласования проектов отраслевых нормативно-правовых актов с межведомственной комиссией по определению условий оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы Республики Саха-Якутия и является предельной. Реализация проекта обеспечит поэтапную реализацию мероприятий по сбалансированию структуры фонда оплаты труда. Проект также согласован со всеми министерствами, все замечания учтены. Прошу поддержать данный проект постановления. Спасибо. Пожалуйста, какие вопросы есть? У меня вопрос следующего характера. Вот мы год назад принимали постановление правительства, даже 1,5 года назад, о том, что до 30 марта будет соответствующая работа проведена. Работа до 30 марта прошлого года, 2018. Работа проведена не было. Сейчас вы предлагаете установить 31 марта 2019 года. У вас есть твердая уверенность, что нам не придется еще раз принимать соответствующее постановление правительства и еще дальше перекладывать срок? Потому что 31 марта это вот на носу. Можно вот коротко проинформировать, может быть, вас, а потом ведомства ключевые, которых это касается, о готовности изменить соответствующие нормативно-правовые акты и привести структуру заработной платы в соответствии с положениями данного постановления правительства? Да, действительно, вот когда мы принимали, мы рассчитывали, что до 30 марта мы завершим эту работу, но у нас на данный момент из 22 18 приказов согласовано, касаемо подведомственных учреждений наших министерств. Оставшиеся 4 мы планируем уже на этой неделе рассмотреть на рабочей группе и в течение февраля уже принять, и, соответственно, до 30 марта 2019 года все приказы должны быть утверждены. Ну, хорошо. И у меня такой вопрос, наверное, мы говорили к вам, то есть у нас все министерства готовы, да, в этот срок, потому что мы уверены? На прошлой неделе мы как раз провели заседание межведомственной рабочей группы, на которой приняли согласованное решение, в котором учли интересы и профсоюзов, и, соответственно, каждого министерства. У нас остались только ряд по сельхозпредприятиям, там где есть бюджетная часть, надзорная, их немножко осталось, поэтому там есть различного рода варианты. Было много вопросов, но все согласовали и приняли. Хорошо. Да ладно, спасибо. Еще вопросы есть, уважаемые коллеги? Вопросы? У Государственного правового департамента есть вопросы? Нет, вопросов нет. Нет, вопросов нет. Вопросов нет. Тогда предлагаю голосовать за представленный проект. Кто за то, чтобы его принять? Спасибо, Иван Иванович. Следующий, третий вопрос о порядке введения единой системы информационного аналитического обеспечения сельского хозяйства Республики Саха-Якутия во взаимодействии с другими государственными информационными системами. Александр Павлович, от вас, министр сельского хозяйства. Пожалуйста, Александр Павлович. Добрый день, уважаемый Владимир Викторович, уважаемые члены правительства Республики Саха-Якутия. Представляемая в проекте постановления правительства Республики Саха-Якутия информационно-аналитическая система, единая система информационно-аналитического обеспечения сельского хозяйства разрабатывается во исполнении двух нормативных актов республики. Пункта 3.1.10 указа президента Республики Саха-Якутия о комплексных мерах по устойчивому развитию села в республике, пункта 4 части 1 статьи 17 Закона Республики о развитии сельского хозяйства в Республике Саха-Якутия. Целью проекта является стабилизация сельского хозяйства республики через внедрение СИА со следующими задачами. Это первое, введение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве на основании части 1 статьи 10 Закона о развитии сельского хозяйства, организация сплошного мониторинга показателей АПК на уровне поселений и субъектов деятельности в сельском хозяйстве, организация сбора, обработки и анализа оперативной информации о состоянии сельского хозяйства, в том числе для ситуационных центров при главе
Республики Саха-Якутия. Также обеспечение сопоставимости информации, получаемой по данным официального статистического учета и формируемой по данным ведомственного учета Министерства сельского хозяйства, внедрение автоматизированной системы регистрации и учета животных, вывязки с регистра Меркурий, формирование регионального почвенного дата-центра для оценки реального потенциала сельхозугодий за счет интеграции СИФИС, СЗН, внедрение электронного варианта системы размещения производственных объектов сельского хозяйства с использованием КИС-технологий. Все это станет основой для повышения эффективности действующих механизмов государственной поддержки сельского хозяйства с увязкой с реальным потенциалом сельхозугодий в районах республики. Функциональные возможности СИА будут реализованы через следующие подсистемы. Подсистема «Единый реестр субъектов деятельности в сельском хозяйстве», подсистема «Сбор отчетности» со следующими разделами. Это производственные объекты агропромышленного комплекса, годовая и ведомственная отчетность агропромышленного комплекса и оперативная информация по показателям АПК, где предусмотрена разработка 21 различной формы. Подсистема свод производственно-финансовых планов сельхозорганизаций, охватывающая отчеты крупных организаций, и подсистема информационного взаимодействия с другими информационными системами, в том числе централизованное хранилище данных показателей социально-экономического положения Республики Саха-Якутия, ситуационный центр главы Республики, а также запланирована интеграция с 1С предприятия по конфигурации, учет бюджетных средств 42 субъекта, из них 2352 крестьянских фермерских хозяйств и 233 индивидуальных предпринимателей, 207 сельхозорганизаций и 101 потребительских кооперативов и 165 родовых общин, 97 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и 76 благотворительных организаций. В подсистеме сбора отчетности введены данные по 717 животноводческим комплексам и 212-летним ЦВК и 468 коневодческим базам. Начали работу по вводу данных по объектам переработки мяса и молока. С отчета за 2018 год идет сбор, обработка и свод отчетов по ведомственным формам Минсельхоза России по кадровому обеспечению, по расходованию средств 764 крестьянским фермерским хозяйствам, грантополучателей и по объемам финансирования на поддержку сельского хозяйства и собственных доходов местных бюджетов. Финансирование мероприятий по развитию и сопровождению СИА осуществляется в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2012-2021 годы. Фактические расходы в 2017 и 2018 годах составили по 3 700 000 рублей. Плановые суммы финансирования, начиная от 2019 года по 2021 годы, по 3 600 000 рублей ежегодно. Принятие данного проекта не потребует выделения дополнительных средств из государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Прошу поддержать данный проект постановления. Благодарю за внимание. Спасибо. Какие вопросы есть? Да, пожалуйста, Ирина. Можно на вопрос. В соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 основной функцией системы является введение единого реестра субъектов деятельности в сельском хозяйстве Республики Саха-Якутия. Будет являться ли наличие субъекта именно в едином реестре субъектов деятельности в сельском хозяйстве основанием для получения субсидий в сельском хозяйстве по господдержке? Именно для этого это все делается. Основная цель это сегодня. Да. И в том числе это учет получения субсидий и так далее. Одна из целей. Да. Нет, вот как бы не цель, да? Меня интересует вопрос не учет, а будет вот это ли основанием, например, если лицо не находится в реестре, не выплачивается. Семен Николаевич, подробно ответьте, пожалуйста. Здравствуйте. Пушкин Семен Николаевич, руководитель консультационного центра Минсельхоза Республики. Да, вот принятом в 2016 году законе о развитии сельского хозяйства
10 статье конкретно указано условия предоставления государственной поддержки, и главным условием является наличие субъекта в данном реестре. Там четко прописано. Все, вот я поэтому это и спрошу. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Можно, да? Касается ли это личных подсобных хозяйств, которые сдают молоко? Да, это через Меркурий касается. Ну, через Меркурий, понятно, в этой системе. Нет, реестр субъектов не входит. Касается. Вопрос такой, да, что лично подсобное хозяйство граждан на данный момент в данном порядке являются субъектами в плане получения субсидий на поголовье КРС, которые осуществляются в северных и Арктических районах, и на получение процентов по уплате по кредитам и займам, так как в федеральном порядке предусмотрено получение субсидий именно физическими лицами. А вот по сдаче молока мы их прописываем как члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов, и поэтому в реестре с учетом такого нюанса именно есть отдельный раздел заготовительной организации. И мы говорим о том, что заготовительная организация определяется нормативно-правовым актом муниципальных районов и городских округов, и они в своем лице включаются в сам реестр. И получается, дальнейшее прохождение субвенций уже осуществляется решениями муниципальных районов. И здесь мы говорим о том, что мы, как второй этап 2020 года, будем уже устанавливать требования в отношении муниципальных районов. Для этого мы будем включать изменения в закон о предоставлении субвенций по поддержке сельхозпроизводства, чтобы каждый муниципальный район начал соблюдать данный реестр. И это как второй этап, мы будем это с 2020 года включать. С учетом того, что главой республики было дано поручение пересмотреть систему заготовки молока, то, что совещание было 23 января. С учетом этого будем вносить изменения в закон о предоставлении субвенций, и затем мы будем говорить о том, как муниципальные районы будут включать в реестр личных подсобных хозяйств граждан. На данный момент это реализовано именно в виде заготовительных организаций, которые будут уже осуществлять субсидии. У меня вопрос, а зачем в муниципальном образовании включать граждане сами могут регистрироваться? Предусмотрено? Просто на данный момент субвенции же перечисляются в адрес муниципальных районов. И по сути данный вопрос мы говорим о том, что этот реестр пока мы не узаконили, чтобы муниципальные районы соблюдали требования по отношению к введению данного реестра. Сейчас данный реестр соблюдается в части прямых субсидий, которые осуществляет непосредственно Министерство сельского хозяйства. Здесь мы должны сначала внести изменения в закон о субвенциях, потом внести изменения в постановление правительства республики номер 678, где устанавливаются требования в отношении муниципальных районов. И тогда мы будем реализовывать механизм в том плане, что реестр будет уже включаться все получатели субсидий, которые направляются от имени муниципальных районов. Нет. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Евгений Васильевич, был вопрос. Еще вопрос есть, уважаемые коллеги? Да, пожалуйста. 3700 рублей, да, которые в 2017 году были потрачены, в 2017 году, да, и там 3500 планируется на 3 года предыдущие, по 3500. Туда входит заказ на региональную статистику, либо это еще плюсом средства? Это после внедрения данной программы, начиная с 2021 года, мы планируем заключить договора, где исполняется форм по госконтракту. Безусловно, экономия будет после завершения вот этих работ. Не совсем понятно. То есть 3700, 3500 входят? Нет. Сейчас они отдельной суммой. Сельхозреспублики каждый год заключает госконтракт с управлением Росстата по республике Саха-Якутия. И здесь мы подразумеваем, что поэтапно, по мере того, как мы повысим качество отчетности по оперативной информации, мы будем уменьшать количество форм, которые будем заказывать дополнительно с Росстата. Но это дело, конечно, нескольких лет. И в течение 3 лет мы надеемся, что данный объем госзаказа будет уменьшить. С тем планом, что мы наладим первичный учет на уровне поселения и муниципальных районов. Но сама единая система содержит в себе показатели, которые вы получаете в рамках контракта. Контракт – это статистика. Да, они есть, но мы говорим о том, тогда что... нужно привести в соответствие пояснительную записку и указать все объемы средств, которые вы выделяете на содержание этой системы. Эта сумма не указана. Нет, сельхозреспублика получает данную информацию вне информационной системы, в виде бумажных носителей. Которую забиваем программу, вот эти данные. Когда нужно как-то отрегулировать, если это единая система, то в этой системе должны быть данные и статистики.
правильно? Да. Которые вы получаете по отдельному контракту. Да. Соответственно, пояснительные записки нужно будет отрегулировать источники финансирования, предоставить в том числе и по тому контракту. Опишите пояснительные записки, просто как это будет обязано. Хорошо. Еще вопрос есть, коллеги? Я хотел вопрос к Министерству инноваций адресовать, но вот нет сегодня, да, у нас? Есть что-то в списке? Мы смотрели эту систему по сбору отчетности в основном, да? Вот, мы создавали этот проект. Мы будем смотреть. Ну вот смотрите, Федич, у меня какой к вам вопрос, что нам нужно, у нас, ну то, что, собственно, Мария сейчас поднимает вопрос, он имеет серьезное продолжение, что у нас есть множество информационных систем. Ну, например, вот по предпринимательству, не знаю, Ирина, есть у нас система аналогичная по другим сферам или нет? У нас своя система ведения, своя система по реестрам, но у нас своя. У вас реестр кого? Субъектов предпринимательства, получающих поддержку. А те, которые не получают поддержку? Которые не получают на некую налоговая. Чисто налоговая. Ну, налоговая, понятно, там свои реестры. Просто здесь же не только те, которые поддержку будут получать, а все сельхозпроизводители. Вот. Ну хорошо, а вот в Икович опять к вам тогда. А в сфере инновационной деятельности у нас есть реестр вообще там стартапов или того, кто получает у нас в венчурные компании средства? Как-то вот это ведется или нет? Ну, ведется, но там небольшой просто список. Ну, я понимаю. Просто я к чему это веду, что нам нужно каким-то образом их увязать, чтобы, например, фермер или там участник той системы, которую сейчас мы обсуждаем, которую Александр Павлович объясняет, как будет работать, его, например, видело Министерство предпринимательства. И потом, когда он придет в торговую сеть, он уже знает, кто занимается там производством того или иного продукта, чтобы потом можно было ему оказывать содействие по продвижению уже по линии другого министерства. И вообще нам как-то спланировать нужно. Там же еще планируется, потому что они также могут обратиться к нам за получение также субсидий, то есть как бы поддержку, то есть это же поэтому, то есть здесь нужна система, которая бы уверяла, то есть единая система поддержки предпринимателей, в том числе и сельскохозяйственных. Ну вот, по линии МСП то же самое. Есть у нас нет системы поддержки. Потому что, конечно, нужно двигаться к тому, чтобы не подменяя налоговые органы, как Мария Алексеевич справедливо подсказывает, вот, тем не менее нам иметь одну систему, в которой был бы идентификатор, который бы все меры поддержки, с одной стороны, было бы их удобно получать, потому что у нас много и они запутаны, а с другой стороны, чтобы мы их учитывали. И вот я хочу, чтобы мы на это выходили. Я не к тому, чтобы сейчас это постановление приостанавливать или еще что-то, но у меня просьба Министерству инноваций подумать, как такая своего рода аналог CRM-системы для всех получателей услуг государственных была у нас разработана. Мы отслеживали бы их качество, результативность и так далее. Чтобы какой-то концептуально продумали, какой следующий шаг может быть по доработке этой системы. У Евгении Васильевны тоже система же есть, правильно? Ну да, на самом деле встреча была как раз с Николаем Степановичем буквально пару дней назад, да? И мы обсуждали вопросы взаимодействия наших систем. Как мы будем взаимодействовать с точки зрения земельных участков, тех, которые у нас есть сведения по сельхозземлям, и той тематической части, которую могут сельхозспециалисты наполнять. В принципе, это возможно. Это можно учесть регламентами, можно соглашением. В принципе, мы просто нужно это сделать. У меня даже не столько регламентами и соглашениями, сколько, может быть, на аппаратном уровне, чтобы это было увязано, и чтобы это, главное, для получателя было максимально удобно, чтобы не надо было в 10 систем заходить, чтобы в каждой из них там что-то делать. Чтобы у нас была одна точка входа, через которую, в идеале, конечно, госуслуги.ру, через которую человек просто получал доступ ко всем реестрам, ко всем субсидиям, на которые он имеет право. Хорошо. Еще вопросы есть, уважаемые коллеги? Нет вопросов? По департаменту государственного права вопросы можно говорить. Есть вопросы? Правового характера вопросов нет. Спасибо. Тогда предлагаю поддержать представленный проект. Кто за то, чтобы его поддержать? Спасибо. Принято. Так, дальше у нас 4-й вопрос.
о внесении изменений в постановление правительства об утверждении положения выплаты компенсации части родительской платы на содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Ирина Павловна Любимова, первый замминистра образования. Пожалуйста, Ирина. Добрый день, уважаемые члены правительства. Владимир Викторович, разрешите представить нам вашему вниманию проект постановления правительства Республики Саха-Якутия о внесении изменений в постановление правительства Республики Саха-Якутия от 29 октября 2009 года об утверждении положения о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Проект разработан в соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона 29 декабря 2012 года об образовании в Российской Федерации, частью 7 статьи 19 Закона Республики Саха-Якутия об образовании в Республике Саха-Якутия. Во исполнение распоряжения главы Республики Саха-Якутия от 28 сентября 2017 года об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета, совершенствование государственной долговой политики Республики Саха-Якутия на 19-21 годы. Проектом предусмотрено установление критерий нуждаемости в целях обеспечения соблюдения принципа адресности при предоставлении мер содержания и поддержки гражданам. Предоставление компенсации будут производиться малообеспеченным семьям, средний душевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха-Якутия. Проект постановления не влечет дополнительных расходов из государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Источник финансирования средств государственного бюджета Республики Саха-Якутия, предусмотренное Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия по государственной программе Республики Саха-Якутия развития образования Республики Саха-Якутия на 2016-2022 годы и плановый период до 2026 года. Проект согласован с заинтересованными министерствами, ведомствами, Министерством экономики, Министерством финансов Республики, Министерством труда и социального развития, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, Прокуратурой Республики Саха-Якутия. Все поступившие замечания и предложения были учтены. Принятие проекта постановления правительства Республики Саха не требует внесения изменений, принятия и признания утративших силу иных нормативных правовых актов. Просим поддержать данный проект. Спасибо. Спасибо, Ирина Павловна. Какие вопросы есть, уважаемые коллеги? Нет вопросов? Да, пожалуйста. Уважаемая Ирина Павловна, вопрос принятия данного постановления с учетом тех корректив, которые вносятся, изменений, оно тогда снизит в том числе объем государственной поддержки, я понимаю. Да, мы посчитали примерно объем количества нуждающихся при этом, да? Примерный расчет был где-то должны сэкономить более 60 миллионов рублей бюджет. В год? В год. А у вас был расчет, Ирина Павловна, на скольких граждан это может оказать влияние? Вообще, какой у нас численность всего сейчас получающих субсидию? И как да, на 2017 год у нас численность получающих такие компенсации было, да, 434 799 было. Рублей, а по количеству было более 69 тысяч человек было родителей. А будет? Будет немножко поменьше, думаем, что где-то 55-54 тысячи. В 2019 год количество малоимущих надо посчитать по предоставленным справкам. Там еще возрастной критерий у нас имеется. Было всем детям, которые являются и студентами до 21 года, а тут до 18 лет. Ограничение возраста. Понятно. Еще вопрос есть, коллеги? Да, пожалуйста, Николай Николаевич.
если вы убрали, уменьшили, да, получателей, ограничили, то это ухудшает получается? Нет. Это не ухудшает, это многодетно, при этом учитывается на самом деле. Малообеспеченные, то есть малообеспеченные. Вы говорите, что там было до 23 многодетные еще обучающие. А сейчас есть исключение. До 18 лет, те, кто считаете несовершеннолетними детьми. Нет, раньше вы говорили, что было до 23 очного обучения. Да, очного обучения. А сейчас их исключили. Их исключаем. Так это тогда ухудшающий момент? Давайте я отвечу. Да, пожалуйста. Николай Павлович, я вам отвечу, да? Это вопрос не ухудшающий, а вопрос справедливости. В семье может быть два ребенка, одному 18, другому 23, а самый маленький ходит, ему 4 года, да? А рядом будет находиться семья непосредственно, у которой 3 ребенка, и все ходят в детский сад. И вот эти вот две семьи у нас на настоящий момент по действующему положению у нас поставлено в равное положение. И той, и другой семье выплачивается соответствующая одинаковая компенсация, так как у них трое несовершеннолетних детей. Сейчас мы привели в соответствии так же, как по всей Российской Федерации непосредственно, считаются только дети, которые непосредственно сами ходят в детский сад. То есть это, по сути, возвращено содержание компенсации части родительской платы за содержание ребенка именно в образовательных программах в детских садах. Почему мы на настоящий момент, Владимир Викторович, не можем определиться с точной цифрой, да, она у нас будет немного плавающая в связи с введением яслей. Мы ясли до этого года не считали, поэтому сегодня мы предполагаем, что у нас бюджетная, экономия бюджетная порядка 60 миллионов. Хорошо, спасибо. Еще вопросы есть, коллеги? Нет. Поговорим по государственным правам вопросам. Есть? Проект соответствует законодательству. Спасибо. Тогда предлагаю поддержать. Прошу голосовать, кто за. Принято. Спасибо. Спасибо. Так, двигаемся дальше. Я предлагаю сейчас к вопросу вне повестки, который у нас внесен Майя Андреевна, перейти об инвестиционной программе Республики Саха-Якутия на 2019 год. Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые члены правительства, традиционная инвестиционная программа Республики Саха-Якутия на плановый период текущий год подлежит установленному порядку уточнению в соответствии с принятым государственным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период и учитывает необходимость обеспечения софинансирования мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, исполнение приоритетных расходных обязательств, первоочередных направлений по поручениям главы и правительства Республики Саха-Якутия, а также учтены поправки в закон о государственном бюджете, внесенные субъектами законодательной инициативы. Общий объем инвестиционной программы, напомню, инвестиционную программу рассматривали 19 ноября до утверждения ее в Румынии. Сейчас, объем инвестиционной программы на 19-21 годы увеличился на 49% и составляет 37 миллиардов 800 миллионов рублей. Параметры инвестпрограммы на 2019 год составят 13 миллиардов 977 миллионов рублей с ростом на 35%. В том числе федеральные средства это 4 миллиарда 870 миллионов рублей, средства бюджета республики 8 миллиардов 972 миллиона рублей. Стоит отметить существенное увеличение более чем в 2 раза объема федеральных средств в сравнении с ранее утвержденным лимитом. Также объем федеральных средств у нас выше уровня 2018 года в 1,3 раза. Значительный объем федеральных средств предусмотрен для реализации таких мероприятий, как устойчивое развитие сельских территорий, строительство и реконструкция автодорог, строительство объектов образования, объектов социального обеспечения, спортивных объектов, обеспечение жильем молодых семей и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства. В целом, с учетом республиканского софинансирования в сумме 1 300 миллионов рублей, общий объем средств на реализацию федеральных программ по объектам республиканской собственности составит 6 миллиардов 182 миллиона рублей.
Одним из основных направлений капитальных вложений является дорожное строительство. В 2019 году планируется построить и реконструировать 78 километров автодорог, и на эти цели предусмотрено 2 миллиарда 642 миллиона рублей. Что касается жилья, бюджетные ассигнования на продолжение программы переселения еще не распределены и будут уточнены при очередном внесении изменений в инвестиционную программу. Одним из важнейших направлений инвестпрограммы остается обеспечение жильем отдельной категории граждан Российской Федерации, в том числе обеспечение жильем ветеранов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общий объем средств по указанному направлению составит 1 миллиард 895 миллионов рублей. Кроме того, отличительной особенностью проекта можно отметить значительные объемы на мероприятия по развитию инфраструктуры земельных участков для многодетных семей. В 2019 году планируется обеспечить инженерной инфраструктурой около 2500 участков. На эти цели предусмотрено 400 миллионов рублей, что больше показателя 2018 года в 6 раз. Несколько раз увеличены объемы поддержки граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. С учетом внедрения механизмов социальной поддержки планируется направить до 150 миллионов рублей. В части строительства социальных объектов стоит отметить, что проектом инвестпрограммы предлагается предусмотреть бюджетное ассигнование на завершение его в 2019 году ранее на 4, еще в 2014-2015 годах у нас были объекты незавершенного строительства по соглашению, заключенным с федеральными органами исполнительной власти. Это Центр детского творчества в 23-м микрорайоне города Иркутска, детский сад на 240 мест в рамках программы стимулирования программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Школа на 220 учащихся с интернатом в селе Кусь-Вербовского улуса. Школа также такая же, да, с такими параметрами в селе Контора Меконского улуса, который мы строили в рамках ПЦП «Пошлестники». И, соответственно, вот эти объекты будут завершены в этом году. В целом, проект инвестиционной программы планируется начало продолжения и завершения строительства 17 школ, 14 садиков без учета объектов государственно-частного партнерства. Продолжает свои действия общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке. В 2019 году предусмотрено 350 миллионов рублей, и в рамках этого движения планируется ввод 23 социальных объектов и 17 жилых домов для молодых специалистов. Таким образом, за счет инвестиционной программы в 2019 году планируется ввести 59 социальных объектов, в том числе 8 объектов общего образования на 2220 мест, что на 85 мест больше, чем в 2018 году, 23 детских сада, также количество мест 1243 больше, чем в 2018 году. Ну и остальные объекты, они представлены на слайде. В 2020 году инвестиционная программа составит 12 миллиардов 175 миллионов рублей, в том числе за счет госбюджета республики 9 миллиардов 322 миллиона рублей. В 2021 году 11 миллиардов 649 миллионов рублей, за счет госбюджета республики 8 миллиардов 364 миллиона рублей. Проект согласован со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами, предлагается принять. Спасибо, Майя Андреевна. Уважаемые коллеги, какие вопросы есть? Пожалуйста, Елена. У меня есть вопрос, да, по поводу исполнения поручения главы по приобретению объектов для размещения театра эстрады и театра концерт. Средства в бюджете программных заложены. Мы говорили о том, что будет внесено в инвестпрограмму, и оценка завершена, заявка на культуру вам направлена. Прошу включить. Да, действительно, значит, в соответствии с порядком 276 о инвестировании за счет приобретения объектов, да, в республиканскую собственность, стоимостная оценка была мне готова 18 января, заявка была направлена 22 января, да, соответственно, вот, если мы сегодня принимаем такое решение, то источники определены, можно ввести Считаю, что, конечно, нужно внести изменения соответствующие, поскольку это решение действительно принято, оно необходимо, и поэтому мы следствие предусматриваем. Еще вопрос, уважаемый? Да, пожалуйста. Майя Андреевна, вопрос. То, что в протокол было включено по совещанию главы в Жиганске по этнокультурному центру.
Да, Александр Александрович, значит, мы сейчас не говорим о корректировке государственного бюджета, который произойдет в марте месяце. Да? Эти средства будут предусмотрены за счет предстоящей корректировки. Мы сейчас приводим в соответствие с законом о государственном бюджете. То есть это будет в будущем. Еще вопросы? Нет вопросов. У меня вот такой информационный, скорее, вот вы отметили существенное увеличение федеральных средств, которые направлены, в частности, по линии образования и здравоохранения. Можете коротко еще сказать, вот именно в части федеральных средств, в чем увеличение заключалось? В начале у вас там табличка была? Да, вот в начале была, где именно федеральный бюджет был. Строительство школы у нас, по-моему, одна школа пойдет за счет федералки, это Сирия Лютенцева. Детские сады, 3 детских сада, да? Помогите, пожалуйста, за счет федералки, сколько у нас объектов будет введено в 2019 году. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые. Значит, объем, который будет подтвержден. По тем объемам федеральных средств, которые сейчас учтены в проекте Минэс-программы, да, действительно у нас планируется строительство по ранее, значит, по школам, по ранее, значит, утвержденной программе, значит, создания новых мест в общеобразовательных организациях. Это ежегодно по одной школе, это Петюнцы и Пристрой в городе Якутске институте. И, соответственно, в 2021 году мы ожидаем дополнительное поступление по национальному проекту в части мероприятия создания новых мест в общеобразовательных организациях, находящихся на территории сельских населенных пунктов, на сельских территориях, и там планируется, там предусмотрено 339 миллионов рублей. На сегодняшний день мы с Министерством образования находимся в рабочем процессе согласования направления заявки от республики с распределением этих средств. Хорошо, спасибо. Еще вопросы есть, уважаемые коллеги? Вы говорили правового характера, есть вопросы? Нет вопросов. Тогда предлагаю поддержать. Кто за то, чтобы утвердить инвестиционную программу в предлагаемой редакции? С учетом замечаний. С учетом замечаний. Спасибо. Спасибо, Майя Андреевна. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам, которые предлагается рассмотреть без доклада по вопросам. Их у нас 5, как я и говорил. Первый вопрос о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия о развитии малого и среднего предпринимательства. И Владимир Гаргаевич готов ответить на вопросы. Есть ли вопросы к проекту? Нет? Ну, соответственно, федеральный закон мы все это делаем. Все, без доклада. Ольга Валерьевна, правового характера нет замечаний? Нет, проект не идет работать. Спасибо. Знаете, какое предложение, чтобы нам процедурно тоже ускориться, мы все пройдем, а потом проголосуем. По внесению изменений в отдельные нормативные проекты правительства, то, что Валерий Алексеевич вносит, есть вопросы? Нет, да? Валерий, нет, да? Вопросов нет. Так, об утверждении коэффициента индексации компенсационных выплат на содержание детей-сирот. И далее по тексту. Иван Иванович, есть вопросы? Нет вопросов. Четвертый вопрос. Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям. Вопросов нету. И пятый вопрос о признании утратившим силу отдельных нормативно-правовых актов в сфере природопользования, вероятно. К Сахалину Милановичу есть вопросы? Нет вопросов. Говорили, правовые замечания есть по всем этим проектам, нет? Все проекты отработаны. Спасибо. Тогда, уважаемые коллеги, предлагаю голосовать за утверждение данных 5 проектов нормативно-правовых актов. Кто за? Принято. И у нас последний на сегодня вопрос об исполнении планов нормотворческой деятельности правительства Республики Саха-Якутия на 2018 год и задачи на 2019 год. Ольга Валерьевна Романова, докладчик, пожалуйста. Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые члены правительства, представляю на ваше рассмотрение итоги исполнения плана на 2018 год и задачи на 2019
2019. Нормотворческая деятельность правительства республики – это приоритетное направление, в силу которого принимаются нормативно-правовые решения, общеобязательные государственные предписания, регулирующие общественные отношения, значит, в виде постановлений и распорядительные акты в виде распоряжений. Также у нас правительство республики обладает правом законодательной инициативы, и поэтому разрабатываются и вносятся проекты законов. Министерство и ведомство обладают правом принятия нормативно-правовых актов, так называемых ведомственных приказов. Мы посмотрим на слайде номер 1 общую статистику. Сегодня у нас в республике действует 12 359 нормативно-правовых актов. В 2018 году принято было законов 138, из них больше половины – это законодательная инициатива правительства и главы Республики Саха-Якутия, в разработке которых участвуют органы исполнительной власти республики. Акты главы также подготовленные с участием органов исполнительной власти, принято в прошлом году 227 и 8 распоряжений нормативного характера. Акты правительства были приняты 242 и одно распоряжение нормативного характера и 362 ведомственных приказа. Мы видим по сравнению с 2017 годом стабильно высокая нормотворческая активность в нашей республике, и при такой необходимости, конечно, плановый характер нам очень необходим. Более того, правительство принимает свои акты коллегиально, поэтому межведомственное взаимодействие можно решить путем планирования. На сегодняшний день у нас планирование осуществляется в виде двух видов планов: планы заседания, где рассматриваются правительственные акты, и планы законопроектной деятельности правительства. По статистике, по подведенным итогам, получается, что в 2018 году планировалось принять 127 постановлений. Принято было 88, или 60%, в срок 59%. Значит, с пропущенными сроками 22% или 29 актов. Не принято осталось 39 актов или 31%, и внесено вне плана 108 актов. Но поскольку постановление правительства является наиболее быстрой, наиболее оперативной мерой правового регулирования, то, конечно, своевременность принятия такого вида актов очень важна. Мы видим, что активность исполнения плана возрастает в 4-м квартале значит, года, да, когда уже перенести значит, срок невозможно. План законопроектной деятельности предусматривал 38 проектов законов, из них 22 принято, или 57%, в срок 19, или 50%, не принято осталось 16 законов, и вне плана было рассмотрено, подготовлено 20 актов. Напомню, что перенос сроков подготовки законопроектов возможен только в двух случаях: это если меняется федеральное законодательство или меняется бюджетное финансирование. На следующем слайде мы видим значит, как раз значит, выводы из этой истории, что у нас практикуется активно перенос сроков вне плана, внесение вне плана, вне повестки. И вот можно привести значит, наиболее такие сферы за 2018 год. Вот в сфере социальных правоотношений было запланировано 5, значит, 5 плановых, да, и рассмотрено 21 внеплановый. И в сфере, например, образования было запланировано всего 2 акта и 8 внесены внепланово. Ну, значит, что влияет, да, на такую работу нашу? Ну, первое, это, конечно, качество разрабатываемых актов. Второе – это нарушение порядка согласования или сроков согласования. И это мониторинги, проведение мониторингов и ревизии законодательства также отражается на плановости. Вот, например, рассмотрим качество. Значит, за 2018 год проведена правовая антикоррупционная экспертиза 1295 актов. Решение правительства, значит, это и постановление, и распоряжение, и статистика показывает, что 87,9% случаев постановлений содержат проблемы правового характера или антикоррупционные факторы, то есть коррупциогенные факторы. Значит, в распоряжениях правительства такая цифра достигает 69%.
10%. Более того, повторно в третий, в четвертый раз рассматриваются проекты, до 40% проектов. И тогда уже вот они, приводятся в то состояние, когда могут быть приняты. На следующем слайде мы видим правовую экспертизу нормативно-правовых актов, где показано, что 43% проектов содержат нарушение федерального законодательства и законодательства республики. По сферам правового регулирования затруднения вызывают бюджетное, как мы видим тоже на слайде, бюджетное законодательство, законодательство в сфере жилищно-коммунальных услуг, социальной защиты отдельных категорий граждан, ну и в равной степени другие сферы. Наиболее часто встречающиеся коррупциогенные факторы, значит, у нас в процентах 10 проектов выявляются такие факторы, и в большей степени они в сфере строительства, ЖКХ, энергетики. Во всех видах актов допускаются наиболее типичные нарушения. Это особенно в ведомственных приказах, это широта дискреционных полномочий, или же регулирование по формуле в праве, или нормативные коллизии, или несоответствие административных процедур. Вторым фактором, который также влияет на планирование нашей деятельности, отхождение от планов, это несоблюдение схем наших согласований и сроков, и порядка. Вот у нас есть регламент правительства, мы его сейчас вывели на экран. Значит, по процедурам обычный акт согласования проходит 27 дней. Ну, если в идеале, акт, который направлен на устранение нарушений, выявленных актом прокурорского реагирования, экспертным заключением или же судебным актом, 12 дней. Вроде бы сроки нормальные, разумные, но где проблемы? Проблемы происходят там, что мы забываем с кем-то согласовать проект, и, соответственно, с четвертой стадии, когда уже доходит до, например, ДГПБ, он снова возвращается на первую стадию верной рассылки. И опять эти же 5 дней для того министерства профильного, чьи интересы тоже это так затрагивает. Вот. Или, например, у нас достаточно большое количество актов, направленных на первую стадию в 2018 году, это то, что мы забываем проводить антикоррупционную независимую экспертизу, когда проект вывешивается и приглашаются антикоррупционные эксперты независимые для дачи своей оценки. Такие акты, то есть акты, которые подлежат такой оценке, это акты, затрагивающие права и свободы граждан, имеющие межведомственный характер или устанавливающие правовой статус организации, то есть практически все, которые называются нормативно-правовыми. Так, и третий фактор, вот пример еще, когда что-то забывалось, или, например, нарушения, которые выявлялись на стадии правовой антикоррупционной, дорабатывались долго. Вот есть у нас пример, это проект восстановления правительства, предусматривающий порядок предоставления субсидий местным бюджетам в рамках государственной программы обеспечения комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг на 17-22 годы. Он рассматривался у нас 4 раза. И в итоге, с перерывами доработки месяца, то и 2, был принят лишь 24 декабря 2018 года. Третий фактор большой, который влияет на нашу плановость, это своевременные мониторинги. Ну, всем известно, что руководители исполнительных органов государственной власти республики несут персональную ответственность за организацию мониторинга федерального законодательства и ревизии актов республики, в том числе за несвоевременность принятия нормативно-правовых актов в сфере по поручению федерального законодателя. И вот мы видим схему осуществления мониторинга, которая с 2015 года у нас в республике установлено постановление правительства номер 27. Сейчас мы в январе запросили информацию с министерства, и оказалось, что такая работа, вот так как она здесь пошагово, схема была нерабочая. Ну, теоретически она заслуживает внимания, достаточно жизнеспособна, поэтому мы бы хотели, чтобы это было подспорьем, это было инструментом для работы министерств и ведомств, то есть чтобы в 2019 году этот документ был рабочий, внедрился в работу наших органов. В ходе мониторинга в январе месяце было установлено,
что в связи с принятием постановления правительства в мае месяце 2017 года Российской Федерации правительства об общих требованиях к нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными муниципальными учреждениями, нужно в республике не принято еще 6 постановлений. Или, например, в соответствии с федеральным законом от 20.12.2017 года о внесении изменений в жилищный кодекс и в закон Российской Федерации о жилищном фонде, о приватизации жилищного фонда, должны быть приняты до 20 июня 2018 года региональные акты, да, и внесены в действующие. Вот. Тоже у нас пока остался пробел. И также с нарушением установленного срока принят закон Республики 19 декабря прошлого года о порядке определения границ прилегающих территорий в правилах благоустройства территорий муниципальных образований. Он должен был 180 дней после опубликования быть принят федерального акта, да? Ну, это значит в июне 2018 года. Вот так, такие вот у нас есть примеры. И, соответственно, мы сегодня, пользуясь случаем, раздали вам, значит, в заседании правительства были розданы 2 таблицы долгов, так называемых наших общих с прошлого года, и тех актов по результатам мониторинга, кстати, проведенных самостоятельным департаментом, пока, значит, долгов, то есть в смысле актов, которые должны быть приняты в первом квартале этого года. Сроки истекают уже в феврале, в марте, и, соответственно, мы предлагаем сейчас уже как меру не плановую, да, а меру такую, закрыть вот эти вот вопросы, да, накопившиеся, закрыть поручением председателя правительства, и к 1 февраля ждем предложений от Министерства ведомств нашей республики по срокам и оформим перечень поручений, все скооперируемся, сконцентрируемся и примем вот те акты, которые нужны министерствам для работы. Так, теперь, значит, хотелось бы сказать, что в результате вот такой нашей работы мы получаем. Конечно же, они достигаются цели и задачи, поставленные перед правительством. Это проблемы в правовом регулировании, в правоприменении. Это, конечно же, нарушение прав и интересов населения нашей республики и в некоторых случаях реальные финансовые потери государственного бюджета. Какие наши предложения? Первое. Правительство Республики Саха-Якутия совместно с администрацией главы и правительства республики в целях совершенствования нормотворческой деятельности правительства рассмотреть вопрос создания постоянно действующей комиссии правительства по законопроектной деятельности, можно расширить по нормотворческой деятельности с учетом фундаментального подхода к правовому прогнозированию, разработки нормативно-правовых актов, основанному на мониторинге законодательства, на мониторинге правоприменения, на ревизии актов республики. И по наиболее важным вопросам. Да? То есть это и планирование, и обсуждение наиболее, может быть, по правилам любого чтения с депутатами наиболее важных для республики актов на площадке правительства. Второе. Администрация главы республики Саха-Якутия и правительства республики Саха-Якутия в соответствии с пунктом 2.2.5 регламента правительства организовать заслушивание на заседаниях правительства республики те органы, вопросы которые не рассмотрены на плановом заседании правительства. Почему? Потому что вот мы тоже эту норму не практиковали, и, соответственно, акты зависали, то есть они не рассмотрены, и, соответственно, не ясна судьба. То ли он нужен, то ли он не нужен, то ли он нужен в другом виде, то есть сразу, чтобы этот остаток трансформировался в какой-то план действий. Второе. Рассмотреть вопрос внесения изменений в методику определения рейтинга эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти в части определения интегрального показателя это исполнение плана нормотворческой деятельности правительства. Четвертое. В первом квартале текущего года провести обучающие семинары значит, для соответствующих должностных лиц, в том числе секретариатов и юристов, конечно. Третье. Исполнительным органам государственной власти обеспечить проведение мониторинга в соответствии с положением, вот, которое мы сказали, да, утвержденное постановлением правительства номер 27. Второе. Принять меры к укреплению юридических служб и повышению роли юристов в нормотворческом процессе. Третье. Определить должностных лиц на постоянной основе, которые будут курировать нормотворческую деятельность своего ведомства из числа руководителей. Ну, по образу и подобию федеральных ведомств, если такое возможно. Это было бы правильно,
потому что такая деятельность имеет свою специфику и свои вопросы. Спасибо. Ну все. Спасибо. Вы говорили, я хочу тоже еще продолжение информации, озвученной Валериной, подчеркнуть, что нам необходимо, уважаемые коллеги, я считаю, усиливать качество в первую очередь. Ну и дисциплину тоже, но я бы тут на качестве заострил внимание нормативных правовых документов, которые готовятся нами. Вот. К сожалению, далеко не все они соответствуют тем требованиям, которые и закреплены в законодательстве, и которые в соответствии с обязательной антикоррупционной экспертизой предъявляются. Ну и в целом они часто носят характер такой избыточно длинный и не очень понятный. И поэтому нам нужно с вами развивать технику юридического. Для этого предложение, которое в конце Валерий озвучил, я его поддерживаю, о том, чтобы в министерствах, по крайней мере, какая-то специализация была, и было понятно, кто нормативкой более глубоко занимается. Понятно, что мы все знаем практику федеральных министерств, где есть статс-секретарь, заместитель министра всегда. Конечно, в силу объема нормативной деятельности нашей вряд ли целесообразно выделять статс-секретаря должность, но тем не менее какую-то специализацию внутри министерства, чтобы было понятно, кому Ольге Валерьевне в случае замечаний или администрации главы правительства республики обращаться, будет правильно выглядеть такого человека. Но также я поддержу необходимость регулярной этой комиссии. Единственное, только тут просьба, Валерий, чтобы она у нас потом не превратилась в дополнительную нагрузку для министерства, потому что она должна быть в помощь министерствам, а не в нагрузку. Я считаю, что нам много вопросов, которые у нас есть, вот вы привели данные, сколько у нас там по положению времени согласовывается нормативный проект, я считаю, что их можно, конечно, существенно ускорять. Я бы предложил как раз использовать комиссию для ускорения согласования. То есть, если мы нормативный проект выносим на комиссию, все смотрят принципиально с сутью нормативного правового акта согласны, то потом, чтобы это проходило, там, не знаю, недельный или 10-дневный срок вместо 27 дней. И тогда вот то, что сейчас мы все знаем, там, не знаю, есть у вас данные, сколько процентов нормативно-правовых актов правительства в вопросном порядке согласуются? Да, это не меньше 40%. Вот, я тоже думаю, что около половины. Вот. То есть сейчас мы используем вопросный порядок для того, чтобы как бы ускорить. Но просто глядя на то количество виз, которые собираются на документе при опросном порядке, я понимаю, что он стоит все равно большого количества наших трудочасов. И вот как раз, чтобы сократить вот эти согласования, я считаю, что комиссия должна работать именно в этих целях. Но только вот обязательно, чтобы это не превратилось в дополнительную нагрузку, на которую и без того достаточно высоко загружены наши министры и заместители министров будут вынуждены участвовать. Вот. И я хотел тоже на одном еще моменте акцентировать внимание на законодательных инициативах правительства и на тех инициативах, которые приходят на согласование правительства. Вот как раз в этой части я тоже считаю, что комиссия должна их рассматривать, потому что сейчас порядок вот такой достаточно формальный. Часто нам либо наши законодательные инициативы, либо часто вот законодательное собрание республики приходит, и оно рассматривается, не всегда в должной мере подробно и досконально. Поэтому если вот мы на этой комиссии будем коротко рассматривать те инициативы, которые в правительстве возникают, или те, которые приходят на экспертизу согласования, я считаю, что это тоже может ускорить нашу работу и сделать ее более сутевой, менее такой формализованной, а более по сути можно будет смотреть на те акты, которые мы согласовываем. Уважаемые коллеги, вопросы или предложения по тому, что... Да, предложение. Безусловно, поставленная задача, вопрос, он является достаточно актуальным. Я бы просто хотела в силу того, что я совсем недавно пришла из парламента, да, и нормотворческая деятельность там поставлена достаточно неплохо, исходя из того, что аналитическое управление один раз в месяц делает мониторинг законодательства. Для этого нет никакой комиссии.
А просто-напросто как депутат или как заходишь один раз в месяц в папку, которую подготовили аналитики по непосредственно федеральному законодательству, видишь и, соответственно, для себя берешь и, значит, это делаешь. Да? Соответственно, вот этот мониторинг, если бы делал департамент по госправовым вопросам, я думаю, что он бы в полной мере исполнял свою функцию. Здесь не нужно ни для кого, каких-то там комиссий, новых решений и так далее. Это вот такой момент, он бы нам всем значительно упростил работу. Один раз, например, числа 5 февраля я захожу в папку и расписываю всем министерствам, какие, например, акты они должны принять. То же самое может сделать каждый министр, потому что это достаточно важно. Второй момент. Включить в оценку деятельности членов правительства, ответственных за результат именно непосредственно не выполнения плана законотворческой работы с точки зрения, прежде всего, приведения в соответствие с законодательством, по моему мнению, является излишним вот по какой причине. Действующим федеральным законодательством предусмотрена административная ответственность в случае непосредственно, если не приводится в соответствующий нормативно-правовой акт. Я считаю, что он просто-напросто этот вопрос урегулирован и, соответственно, таким вот образом, да, стимулировать не имеет смысла. И все-таки я бы хотела обратить внимание, что департамент по госправовым вопросам по-иному пересмотрел сроки, связанные с 3 видами нормативно-правовых актов. Что касается законов. Законы по приведению соответствия, они действительно должны проходить по более уменьшенному сроку. Достаточно часто они, например, связаны с тем, что слово «организация» меняется на слово «объединение». А мы его запускаем по сроку 30-дневки. Да? Вот просто-напросто в регламенте нужно... Да, в такую стопку собираем согласование. Да и не надо его настолько запускать, да, как такового. Ребят, 3 дня его хватит для того, чтобы вообще разрешить ситуацию, что мы ходим просто по министерствам, мы эти вопросы решаем. Вот это очень сильно упростило бы, да, сам срок. Точно так, а вот уже законы, которые базовые, вот их действительно, Владимир Викторович, нужно и обсуждать, и смотреть. Вообще инициатором этих законов мы там можем являться как базовым. И кроме того, в регламенте правительства до сих пор не урегулирован такой вопрос. Если мы параллельно с депутатами, например, вносим законодательную инициативу, она приходит от депутатов и появляется у нас. И вот совместная законодательная инициатива, как она урегулируется, кто к кому присоединяется, я считаю, что нужно тоже урегулировать в регламенте. Спасибо. Спасибо, абсолютно поддерживаю. И особенно в части упрощения процедуры, действительно считаю, что, так же, как, собственно, мы и на заседаниях правительства, вы видите, что мы стараемся, чтобы больше времени на содержательных вопросах, формальные, быстро принимать. Также и при подготовке, я считаю, что нужно внести соответствующий мини-регламент. Пожалуйста, Ольга Валерьевна, при вопросе и предложении. Вы, наверное, знаете, очень хороший федеральный портал проекта нормативно-правовых актов, где все видно. Все министерства и ведомства вешают, и очень четко мы отслеживаем те или иные проекты. Да? А почему можем ли вообще принять такой, создать такой портал или на портале власти разместить все проекты нормативно-правовых актов, которые рассматривают, или те, которые затрагивают интересы населения? Хороший вопрос. Мы эту тему неоднократно поднимали. Значит, пока это все-таки сайты Министерства ведомств остаются, а вот объединить или выделить в нашем республиканском сайте, республиканском ресурсе, да, такой сегмент, наверное, уже стоит очень остро обсудить, если вы готовы. Потому что в любом случае разработчики Министерства ведомства будут установлены сроки, туда все это публиковать, чтобы наполнение было. Хорошо, с удовольствием. И, коллеги, еще возвращаясь к вопросам, которые сейчас прозвучали, по мониторингам, безусловно, департамент эту работу проводит, и списки таких актов направляются. Мы тогда, сейчас у нас единая база доступная, поэтому то же самое будет, что и в парламенте. Второй вопрос – это упрощение, там, где, правда, там объединение, организация, совершенно верно, здесь ресурсы не надо такие большие тратить, но в большинстве случаев министерства пытаются, разработчики пытаются, кроме этого формального основания, еще внести какие-то свои моменты в инициативном порядке. Если, в тех случаях, когда это не объединяется, то есть идет проект закона, который регулирует то, что нужно ведомству на сегодняшний день, и плюс то, что спустил федеральный законодатель, тогда, конечно, но в большинстве своем пользуются случаем, и акты идут
шире по правовому Введение у нас регулированию. идет на 80% в соответствии с федеральным законодательством, на 80%, а собственного регулирования очень мало. Но, тем не менее, мы пытаемся найти свои сферы, регулировать, улучшить. Да, ну мы поняли, так что эти вопросы тоже, безусловно, Хорошо, спасибо. задумаются. Еще, коллеги, вопросы есть? Нету вопросов? Тогда примем к сведению доклад, с которым Ольга Валерьевна выступила. Предлагаю с учетом состоявшегося обсуждения подготовить рекомендации по тому, как нам дальше совершенствовать законодательную нормотворческую деятельность. Уважаемые коллеги, есть еще предложения или вопросы в завершение? Нету? Вы позвольте поблагодарить вас за конструктивную работу. Будем продолжать в том же духе. Спасибо.